Добрый вечер. В прямом эфире сразу 3 телеканалов: НВК Саха, Якутия-24, Мамонт и на радио Тетим. Совместные агитационные мероприятия к выборам главы Республики Саха-Якутия. Напомню, единый день голосования назначен на 9 сентября текущего года. Сегодня представляю гостя нашего эфира. Это доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Виктора Николаевича Губарева от Якутского регионального отделения политической партии Коммунистической партии Российской Федерации Виктор Васильевич Бескрованов. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что ж, тему озвучу, Виктор Васильевич. Сегодня это развитие промышленности Якутии и взаимодействие с недропользователями. Начнем на каждом этапе вот этой большой, обширной темы, остановимся подробнее и детальнее. Пожалуй, с вами разговор начнем со вступительного вашего слова. Ваше мнение по поводу нынешнего, сегодняшнего состояния промышленности Якутии. Как вы думаете, как оцениваете эту отрасль? Пожалуйста. Вот я начну несколько иначе. В настоящее время, пожалуй, самый животрепещущий вопрос – это повышение пенсионного возраста, который продвигает Госдуму. По этому вопросу позиция нашего кандидата Виктора Николаевича Губарева отрицательная. Он убежден, чтобы если весь ВВП страны накапливался в государственном бюджете, то этот вопрос бы даже не ставился. К сожалению, он сейчас разворовывается, принадлежит кучке олигархов, а не всему народу. В том числе переходит за границу. Чтобы не быть голословным, я прочту несколько цифр. За прошедший год в республике было добыто 24,8 тонн золота, 10 миллионов тонн нефти, 16,8 тонн миллионов угля, природного газа 2 миллиарда, древесины 59 тысяч кубических метров. Из них переработано, к сожалению, только 20%. Произведено бриллиантов на 3,5 миллиарда американских долларов. Всего это составило 862 миллиарда рублей, что составляет 90% от валового продукта нашей республики. Кроме того, у нас добываются такие красивейшие минералы, как хромдиопсид и чароид. Позиция нашего президента, нашего кандидата в президенты совершенно однозначна. Он убежден, что эти богатства должны служить народу, а не отдельной кучке богатых людей. Поэтому он за национализацию минерально-сырьевой базы республики и всей страны. Наша страна и республика в отдельности исключительно богатая страна и республика. Достаточно привести слова Марен Олбрайт, бывшего государственного секретаря США. Она сказала: это несправедливо, что такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране. Ну, как вы, дорогие телезрители, оцените позицию Олбрайт, это совершенно понятно. Поэтому Виктор Николаевич убежден, что совместно с фракцией КПРФ и Илтумен добиваться возврата в собственность крупных предприятий нефтегазовой и газодобывающей, угольной и других минерально-сырьевых объектов республики. Наш кандидат убежден, это следующий тезис, что определенная доля добываемых полезных ископаемых должна оставаться в республике, как компенсация за причиненный ущерб природе в местах недропользования. В продолжение этой темы наш кандидат за предотвращение дробления крупных недропользователей, таких как Сургутнефть и Газпром, которые путем дробления избегают полной уплаты налогов. Каждая добывающая компания, по мнению нашего кандидата,
должна отчислять ренту за рекультивацию земель, измененных после извлечения полезных ископаемых. Громадные дыры от алмазных карьеров в Мирном, Удачном и других поселках, где извлекают расположены трубки, алмазные трубки, тому примеры. Отдельной строкой наш кандидат занимает отрицательную позицию по вопросу приватизации «Алроса». В противном случае есть вероятность, что контрольный пакет акций будет приобретен трансконтинентальной корпорацией «Дебирс», которая не станет отчислять деньги в инфраструктуру близлежащих 8 районов, как это делается сейчас. Более того, есть подозрение, что разработка алмазных месторождений Якутии и России не нужна Дебирс. Краеугольным камнем этому служит высказывание основания фирмы Дебирс Ротса. Он сказал, что если рынку требуется 5 каратов алмаза, то на продажу следует выставлять только 3 карата. В закромах Дебирса находится достаточно много алмазов, чтобы прекратить добычу и выставить их на продажу. Виктор Васильевич, мы немножко ушли, совсем не туда. Давайте вернемся к начальному разговору, к теме. О приватизации, насколько я знаю, никакой речи не идет. Невероятный сценарий, по-моему, немножко вы выдержки берете зарубежные. Смотрите, давайте мы немножко приземлимся, по Якутии поговорим. Направление промышленности. Какие направления вы считаете приоритетными сейчас, на сегодняшний день? Какие направления надо развивать сейчас в промышленности республики? Пожалуйста. Но у нас главное направление – это минерально-сырьевая база. Вот эти направления и нужно развивать. Нужно восстановить депутатский ГОК по добыче олова. Насколько я знаю, таких предприятий по добыче олова мало, и страна нуждается. Этого металла в России не хватает. Нужно не только восстановить ГОК. Раньше, как в советское время, добывали оловосодержащую руду, частично ее перерабатывали, и афинажное олово отправляли для дальнейшей переработки в Новосибирск. Нам желательно было бы построить завод по переработке здесь. Это создаст дополнительные рабочие места. Кроме того, крайне важно привлекать для работы на горно-обогатительные комбинаты местное население. К сожалению, сейчас у нас мощный приток рабочих из ближайших стран, а мы должны, ликвидировать безработицу, которая составляет, по официальным данным, где-то 10-30%, а по-настоящему до 50%. Особенно это губительно для молодых людей, которые только вступают в жизнь и уже не могут себе найти работу. Для того, чтобы местное население активно участвовало в работе в минерально-сырьевой сфере, нужно активно создавать пропаганду, начиная со школ. В школах, что нужно, чтобы местное население, именно местное население. Немаловажным является еще и тот факт, что после добычи полезных ископаемых компании оставляют территории, которые сильно изменены. Виктор Николаевич за правильный баланс между освоением природных ресурсов и сохранением уникальной природы этносов, проживающих на осваиваемых территориях. Люди дороже золота и алмазов, прописано в программе Коммунистической партии Российской Федерации. Мы и наш кандидат этому следуем.
Вот как ваш кандидат считает, вот вы говорите об изменении подхода к производству, как ваш кандидат намерен обновить производство в республике, откуда взять на это деньги, самое главное? Ну, деньги есть, их очень много. Главное, что правильно их перераспределить. Вот сейчас хотят повышать пенсионный возраст только за счет самых необеспеченных людей. Деньги, значит, ну нельзя извлекать деньги, повышая цены на бензин. Это нехороший подход. Каким образом республика, в которой нефть добывается, бензин стоит дороже там, где этот бензин перерабатывают. Построить перерабатывающие заводы, это создаст дополнительные места. Ну и вот большое количество денег уходит у нас за границу. Как-то нужно снизить отток, прекратить налог у нас для сверхбогатых людей и для бедных одинаковый 13%. Нужно создать регулируемый налог для богатых людей до 50 и свыше процентов. Они не обеднеют. А у старушки, которая получает пенсию 5000 рублей, ее вообще освободить от подоходного налога. К недропользователям давайте теперь перейдем. Как надо с ними строить взаимоотношения с крупными предприятиями, которые работают у нас на территории? Можно даже по кадрам пройтись. Надо вовлекать местных или достаточно любых профессионалов привлекать из других регионов, как вы считаете? Да нет, ну, надо местных, конечно. Нужно создавать рабочие места для людей, кто проживает на данной территории. И вот Виктор Николаевич считает, что необоснованно крупнейшие предприятия, они дробятся на мелкие, и подоходный налог у них от этого меньше. И нужно, значит, каким-то образом предотвратить дробление крупных предприятий на более мелкие. Это привлечет дополнительные финансовые средства. Хорошо. Теперь еще одно направление взаимоотношений с недропользователями – это вопрос экологический. Как здесь надо выстроить работу? Ну, я уже сказал, что крупные горнодобывающие предприятия наносят существенный вред природе. Более того, часто, не считаясь с положением, они строят свои предприятия в традиционных местах проживания малых народов. Вот у нас тут недавно состоялось, в Якутске обсудили проблему взаимоотношений недропользователей и коренных малочисленных народов. И там, значит, устойчиво звучало мнение, что мнение малочисленных народов необходимо учитывать. И прежде чем разрабатывать месторождение, нужно подумать, какое влияние оно оказывает на проживающий там народ. Далее предприятия, после того, когда они закончат извлечение полезных ископаемых, они должны привести местность, если не в прежний вид, то хотя бы близкий к этому. Я уже говорил, что вот громадные дыры от разработанных кимберлитовых трубок в Мирном, Удачном, там даже климат другой. Там есть наблюдательная площадка, когда стоишь, там дышит холодом. И вот недавний пример, когда обрушилась стенка на трубке «Мир», и 10 человек погибло, это указывает на то, что владельцы алмаза Алроса недостаточно внимания уделяют безопасности горнодобывающей работы. Вот смотрите, как известно, Якутия – это единственный регион, где действует закон об этнологической экспертизе. Как вы думаете, на ваш взгляд, каковы его основные преимущества и недостатки? Ну вот как раз закон об этой экспертизе и обсуждался 1 апреля 2016 года. Ну, я уже сказал, что нужно просто считаться с мнением малого народа, который там проживает.
К сожалению, крупные корпорации в погоне за большой прибылью с этим не считаются. И не дай бог, если под городом Якутском найдут кимберлитовую трубку, а, кстати говоря, у нас вся территория республики, она, в общем, это потенциально алмазоносная. И если под Якутском найдут кимберлитовую трубку, а, по крайней мере, на Кенкеме нашли минералы, сопутствующие алмазу, то я не знаю, что здесь. Ну, в свое время в Бразилии. Я уже сказал, что Якутия одна единственная республика, затем, правда, в Архангельске, в которой алмазы сначала ученые предсказали, а затем нашли в трудных маршрутах, в трудных геологических маршрутах. А вот в Бразилии, Африке, в Австралии, там совершенно случайно. В Бразилии нашли алмазы, оказалось, что из алмаз содержащего материала строили избы, дороги, разрушали избы и искали алмазы и находили. А у нас вот часто ругают наших советских ученых. Наши советские ученые были, я уже сказал, что они предсказали. Еще один пример советской науки. В Южной Африке проходил какой-то конгресс, и разным ученым попросили, там трубку разрабатывали, предсказать, что там внизу будет. И наш Смирнов, ученый из Симферополя, Владимир Иванович, нарисовал, что там должно быть. Геологи из Дебирс посмеялись, а когда дошли до горизонтов разведанных Владимиром Ивановичем, там оказалось то, что он предсказал. Наше геологоуправление было лучшее в Советском Союзе, а, видимо, и во всем мире. Виктор Васильевич, времени мало. Давайте еще раз вернемся к похожему опыту. Вот мы поговорили об этнологической экспертизе, что это хороший пример. Есть еще одно направление. Вот программа работает, наверное, вы слышали, «Молодежь Якутии в промышленность», якутяне, местные кадры в промышленность. Очень активно сейчас работает в районах республики, выезжают туда отделы кадров, власти республики, подбирают местные кадры в промышленные предприятия. Сотни, десятки людей трудоустроены. Как вы оцениваете работу вот такой программы? Оцениваю положительно, но она недостаточна. Начинать это нужно с университета. Создавать, ну, у нас есть, конечно, геолого-разведочный факультет, я работаю на физико-техническом факультете, но и там нужно создать подготовку кадров не только для горнодобывающих, а для промышленности, которые занимаются обработкой. Ну, те же самые алмазы. Нужно не просто поставлять сырой материал, а готовые изделия, хотя фирма Дебирс этому препятствует. Мы не имеем права продавать сырые алмазы, а только изделия из них. А сырых алмазов мы можем продавать не более 5% для того, чтобы оценили. Продаем фирме Дебирс, а она уже за цену, которая ей нравится, продает, значит, другим зарубежным компаниям. Наш кандидат категорически против такой системы. А о том, что кадры нужно готовить, и обязательно из представителей местных народностей Коммунистическая партия России и наш региональный отдел и кандидат Виктор Николаевич Губарев за это. Ну вот давайте как раз этим и завершим. 30 секунд давайте вам дадим на заключительное слово. Обратитесь к жителям республики, пожалуйста. Уважаемые телезрители, голосуя за Виктора Николаевича Губарева, вы голосуете за светлое будущее нашей республики и страны в целом. Наш кандидат за то, чтобы минерально-сырьевая база служила народу, а не отдельной кучке богатых людей. Спасибо. Спасибо, ваше время истекло на этом. Это были совместные агитационные мероприятия к выборам главы Республики Саха-Якутия. Никуда не уходите, в 18:15 следующий эфир. До свидания, до встречи.